Veiksmažodžiai gyventi, kalbėti, mokėti. Это спряжнение А. Ну, например, у нас такой глагол жить. И у каждый глагол есть три формы. Первая инфинитив, вторая настоящее время, третье лицо, он, она или они, он, она живет или они живут, это значит gyvena. Он, она или они, это настоящее время. И третья форма прошедшее время. Он, она или они жил или жили. Ну, и если вы хотите сделать с глагола настоящее время, вам надо смотреть, какая буква есть последняя на второй форме. Если это А, это значит, что этот глагол принадлежит второму спряжнению. И он спряжняется так. И у нас теперь предложение. Aš gyvenu Lietuvoje. Aš gyvenu Lietuvoje. Ar tu gyveni Rusijoje? Ar tu gyveni Rusijoje? Jonas gyvena Vilniuje. Jonas gyvena Vilniuje. Mes gyvename gerai. Mes gyvename gerai. Kur jūs gyvenate? Kur jūs gyvenate? Jos gyvena universiteto bendrabutyje. Jos gyvena universiteto bendrabutyje. Следующий глагол говорить. Kalba. Kalbėti, kalba, kalbėjo. Говорить, говорит, он, она или они говорит, говорят. И он, она говорил или они говорили. Эти все три формы. Kalbėti, kalba, kalbėjo. Kalba. Вторая форма спряжнение А, потому что последняя буква А второй формы. И предложение. Aš nekalbu lietuviškai. Aš nekalbu lietuviškai. Ar tu kalbi rusiškai? Ar tu kalbi rusiškai? Andrius kalba lėtai. Andrius kalba lėtai. Mes kalbame gražiai. Mes kalbame gražiai. Jūs kalbate labai greitai. Jūs kalbate labai greitai. Jie nekalba angliškai. Jie nekalba angliškai. И последний глагол с этого спряжнения мокеты, мока, мокею. Это значит уметь или платить. Если есть деньги, этот глагол значит платить. А если есть какие-то слова плавать или играть, тогда это слово значит уметь. Aš moku plaukti. Aš moku plaukti. Ar tu moki plaukti? Ar tu moki plaukti? Tomas moka žaisti šaškėmis. Tomas moka žaisti šaškėmis. Mes mokame žaisti krepšinį. Mes mokame žaisti krepšinį. Ar jūs mokate žaisti šachmatais? Ar jūs mokate žaisti šachmatais? Jos moka pinigus. Jos moka pinigus. Jos – это женский род, они, и я – мужской род, они. Есть два слова для слова они. Йос и е. Женский род и мужской род.
и шашкамис и шахматис. Эти два слова, шашкамис и шахматис, эти два слова в творительном падеже. Это не предложный падеж, как в русском языке, в шашке. Это творительный падеж.